Представители некоторых политических партий, позиционирующих себя как непровластные, потребовали от ЦИК исключить из списка избирателей всех граждан, которые хотят голосовать не по прописке, а по форме 2. Точная цифра этой категории голосующих еще не названа, но предварительные подсчеты говорят о 445 тысячах человек. Рекордное количество, в 1,5 раза больше по сравнению с выборами 2017 года. По мнению встревоженных политиков, эти массовые смены избирательных адресов очевидно говорят о том, что нынешние выборы сопровождаются злоупотреблением административным ресурсом, а также массовым подкупом избирателей с использованием формы номер 2, которому способствует бездействие со стороны правоохранительных органов. Однако члены ЦИК напомнили, что на подобные действия законом не уполномочены. Тем более, что даже если среди этой массы есть, конечно, и подкупленные, и запуганные, но есть и те, кто из самых реальных обстоятельств был вынужден оформиться по форме 2. В нашей стране действительно присутствует внутренняя миграция. Мы в этом году, наше законодательство несколько, усложнило процедуру изменения избирательного адреса. Если раньше вот эти агитаторы, они просто собирали паспорта, потом шли в избирательную комиссию участковую и там договаривались, массово, то в этом году новые изменения обязательно сам избиратель должен пройти идентификацию через биометрику и потом, соответственно, заполнить форму 2. О том, что с формой 2 будут все эти махинации, говорилось и во время принятия последних поправок в избирательное законодательство. Но форму 2 так и не отменили. Сейчас просто поменять какую-то там форму 2, убрать, оно на самом деле мало чего, конечно, решит. На самом деле надо просто сделать так, чтобы кандидаты были от своего округа. И в этом округе те, кто за полгода был зарегистрирован, только те могли голосовать. Те, кто после полгода, там кто-то квартиру купил, переехал или еще что-то, или совсем недавно зарегистрировался, они не должны голосовать в этом округе. Я думаю, это будет справедливо, потому что на местных выборах этот вопрос опять же встанет. И он уже был, и поднимался этот вопрос. Когда на местных выборах резко начали увеличивать количество избирателей в городах, селах. Перед местными выборами весной в Караколе, Токмаке и Аше по несколько сотен сельчан срочно и массово прописывались по одному адресу в городах. Сначала такие органы, как ГРЭС и ЦИК, заявляли, что видят в этом странность, но ничего не могут сделать. Но когда случаи стали вопиющими и, наконец, правозащитникам удалось достучаться до прокуратуры и милиции, многие факты умышленной прописки мертвых душ в бараках или заброшенных помещениях подтвердились. Тогда ЦИК нашла выход, как ситуации порешать. Они не включили в списки граждан, которые сменили прописку с начала до конца февраля, обосновав это тем, что принадлежность к местному сообществу доказывается отметкой адреса в паспорте. А для этого сельчанам, массово перепрописавшимся, пришлось бы менять паспорта, если они образца 2004 года, или менять данные в чипах своих новых идентификационных карт. На парламентских выборах при форме 2 эти факторы неприменимы. Но и в этой ситуации есть способ. Сейчас провести анализ, я так думаю, где произошло такое анормальное, ненормальное увеличение количество избирателей, провести анализ. И я думаю, что если сейчас наши правоохранительные органы перестанут хлопать ушами, то вторая часть подкупа или взятки, это электоральное взятничество. Вторая часть, она же будет после того, как человек придет, проголосует. Если будет установлено, что есть действительно эти факты подкупа, и установить волеизъявление невозможно, волеизъявления наших избирателей, то результаты на таких участках будут аннулированы. А если этих аннулированных участков будет треть ото всех, ввиду невозможности установления на них волеизъявления в силу подтверждения фактов подкупа или другой фальсификации, то в целом выборы будут признаны недействительными. На помощь милиции, говорит Осмоналиев, если та, конечно, проявит свою позицию в этом вопросе, придут сами партии, которые в условиях сегодняшней жесткой конкурентной борьбы сами будут сливать информацию о том, кто, кого, где подкупает или же проверяет избирателя на предмет, за кого тот проголосовал. На уровне законодательства мы уже сейчас ничего решить не сможем. Здесь есть один фактор, что избиратель, придя на участок в день голосования, когда он будет отмечать бюллетень, за какую он партию проголосовал, есть стопроцентная гарантия, что никто не определит, за кого избиратель проголосовал, за какую политическую партию он проголосовал. Никто не определит, никакая технология. Но люди, которые подкупили сегодня наших избирателей через форму 2, они им будут говорить, что они определят. Но это не так. И поэтому в день голосования мы ожидаем только от самих избирателей, что они сделают осознанный выбор.
не проголосуют за тех партий, которые их подкупили, а сделают осознанный выбор и проголосуют за ту партию, которую они хотят. Впрочем, на фоне этих массовых переселений с регистрацией по форме 2 многие правозащитники и юристы уже ставят вопрос легитимности предстоящих выборов и их победителей. Ведь почти 500 тысяч голосов – это, как посчитали эксперты, ни много ни мало 40 мандатов. Или гипотетически билет для 3 партий в парламент. Елена Яковлева, Джанарбек Дугдурбекулу, НТС.